Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kechlar, qadrli do'stlar. Bugun Tatpolit kanalida sizning bilan men Ruslan Aysin ham bugungi menim angamadash Bulat Sayfuddin bo'larga tegish edi. Qizg'anchga qarshi texnik problemalar bo'luv sababli u haligida boya bizning efirga qo'shila olmay. Shunga ko'ra ranjitmagiz. Bugun men o'zim mono strimda qatnashirman. Shunga ko'ra Alloh bersa sizning bilan men qolsa yaxshi angama qilurmiz. Дорогие друзья, добрый вечер, приветствую вас. С вами сегодня я, Руслан Айсин. Заявлен у нас должен был быть мой соведущий Булат Сайфуддинов, но по причине технической невозможности прямо сейчас подключиться я буду один, за что мы извиняемся. Такое случается, как вы понимаете, не все в наших руках. Если он сможет наладить соответствующую связь, он обязательно подключится. Перед началом нашего эфира я попросил вас подписаться, распространять наш эфир. И, что немаловажно, подписаться и подключиться на наш VPN. Он называется VPN Поистине. Есть ссылка внизу. Пожалуйста, подключитесь, потому что многие из вас находятся в России, живут в России. И, соответственно, с учетом последних запретительных мер, как вы знаете, невозможно звонить по WhatsApp, по Telegram, по другим мессенджерам, запрещают или же замедляют YouTube, и невозможно посещать другие сайты, которые заблокированы в России, в том числе и наши, и Татполит, и остальные. Поэтому, чтобы оставаться на связи, подключитесь удобно, эффективно, потому как я посмотрел, по факту нету ни у кого VPN-ов. Многие либералы там российские открывают свои VPN, делают, развивают. Пока что у нас это единственный VPN-сервис, который оказывает такую услугу нашему сообществу, нашему пространству. Шумакура аур булмаса, если вам не сложно, обязательно подключите. Это наша общая с вами борьба против нашего общего, опять-таки, врага. Итак, сегодня очень много тем, которые бы хотелось осветить с Булатом Сайфуддином, но придется, что называется, одному. Если у вас будут вопросы, дорогие друзья, кадрлы дуслар, языгыз, пожалуйста, пишите. Я постараюсь ответить, если они соответствуют тематике и направлению нашего дискурса. Миниханов, в общем, мы назвали наш эфир, он всегда у нас двойный, да, Татарстан хочет свободы, первое, и второе, что Миниханов огрызнулся на Москву. С чем связано? С тем, что Миниханов выступил тут по вопросу тому, что российские власти приняли решение об зачислении детей трудовых мигрантов в России на основе некого сдачи экзамена по русскому языку. Если 7-летний, 6-летний, 8-летний, например, ребенок не сдают соответствующий экзамен, то его не зачисляют. Абсурд на абсурде. И Миниханов набросился на это решение, говоря о том, что это же идиотизм. Ребенок, естественно, приезжает из другой страны. Его задача, когда он идет в школу, язык изучить. А как еще его изучать? А то, что он сейчас останется вне школы и не сможет изучать язык, потом ему будут предъявлять, что вот он не знает язык. А как еще его изучить? Что за абсурд? Тупой. Абсолютно тупой. И Миниханов сказал, если не мы, то кто же должен этих детей обучать? В принципе, это идет вразрез с линией Кремль-людей, естественно. Но здесь еще есть одна подоплека. Здесь есть один нюанс, который необходимо обозначить. Он связан с тем, что Москва руками Министерства просвещения и лично министра Кравцова приняла решение
о сокращении количества часов для родных языков 1 часом для младшей школы. То есть сейчас ребенок, который идет в 1 класс, и если в программе есть родной язык, в данном случае татарский язык, туантель, там, башкирский, якутский, бурятский, чеченский, чувашский и так далее и тому подобное, то у него будет на это время всего 1 час в неделю. А теперь представьте, дорогие друзья, как за 1 час в неделю можно изучить язык. Более того, не просто изучить, там же есть и предмет эдабият, то есть литература. Он же не просто должен изучать, он должен знакомиться с богатейшим наследием духовным, литературным, письменным наследием своего народа. А это нет. Сверх того, стало известно, что школьникам в России сократят, это я зачитываю, изучение прав человека и свободы ради курса о традиционных ценностях. Преподавать обществознание будут по новой программе. Для 6 и 7 классов предметы уберут полностью. В 8-9 классах продолжительность курса сократят 2 раза. Школьники больше не будут изучать такие темы, как свобода и ответственность гражданина, мораль, совесть и стыд. Освободившееся время отдадут на изучение истории по учебнику Мединского. В 5-9 классах ее будут преподавать почти в 1,5 раза больше. В программу добавят модуль с рассказами об участниках СВО и традиционных ценностей. Теперь следите за руками, Кадр Дуслар. Когда сокращали часы преподавания, когда было принято решение по родным языкам, знаете, какая была официальная формулировка? Потому что слишком большая нагрузка на детей, что не соответствует санитарным нормам. Хорошо, тогда вот уберите вот эту вот хрень, связанную с изучением истории по учебникам Мудинского. На это время находит, как выясняется, в 1,5 раза больше. Понятно ведь, за счет чего? За счет того, что выдергивают из родных языков и вот погружают детей в это, неохота ругаться, в это болото. Теперь, естественно, Минниханов возмутился, потому что это удар и по нему, и по Татарстану, что Татарстан не смог отстоять якобы. Я много рассказывал по поводу историка Мединского. Он никакой не историк. Книги ему пишут, это тоже известно кто. Я читал 2 его книги. «Мифы истории России». «Мифы об истории России», часть 1, часть 2. Я прочитал это куром насмех. Просто куром насмех, и этот тупой, абсолютно тупой человек, я заявляю это с полной ответственностью. Потому как по одной фразе, по одной мысли можно понять, что человек абсолютно не то, что некомпетентен, он туп, как пробка. Болтакебек тупас. А он сказал следующее. Уникальность русского человека в том, что у него лишняя хромосома. Понимаете, да, к чему? Доктор наук, там весь, он помощник Путина, он отвечает за процесс внедрения вот этой идеологической матрицы имперского мира русского в школьную программу. И теперь вот эти его учебники – это абсолютное просто дерьмо, Дуслар. Их вместо наших родных языков теперь навязывают в школах. Навязывают, а потому что еще в 2007 году Путин принял решение, невзирая на протесты, о том, что так называемый этнорегиональный компонент, в системе образования отобран у регионов. Согласно нему, раньше до 25% учебного плана регионы определяли сами. То есть туда входил история родного края, культура, обычаи. То есть вот на четверть можно было самим компоновать. В 2007 году убрали. Все. Министерство образования, оно
может, и является татарстанским по названию, но по факту оно имеет прямое подчинение к Москве. Так же, как и система МВД, например. Это же неспроста, они боятся просто. Они боятся свободы, они боятся мысли, они боятся подлинной истории. Сюзан Айнан, к слову, я должен сказать, что мы сейчас начали выкладывать лекции, которые читал в свое время, давал в свое время Ренат Хабибуллин с канала «Татары мира». К сожалению, этот проект не работает, он больше не функционирует, поэтому мы, чтобы не потерялось, ну, мало ли, решили реновировать эти лекции. Их будет 100 штук. Так что обязательно смотрите, подписывайтесь. К сожалению, не так много просмотров. Я понимаю, что сейчас YouTube смотреть это просто большое. Чтобы до него дойти, включить, это большой труд. Обязательно подпишитесь на наш VPN, про который я говорил в начале. Так что, дорогие друзья, ведь все понятно. Все понятно. А борьба против языка – это борьба политическая. Это политическая борьба. Это часть этноцида, геноцида нашего. Лингвоцида, так говорят некоторые эксперты, да. По сути, это прямой этноцид. Не физический, хотя есть и физический, но через духовную сферу, через язык, через лишение нас политической субъектности и так далее и тому подобное. Так что здесь надо четко осознавать, что эта борьба, она просто так не закончится. Абсолютно. Теперь, дорогие друзья, есть еще несколько сообщений. Вы знаете, что там Рафей Сабылар, они проводят 30 августа мероприятие по случаю 35-летия объявления принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан. И поэтому они запустили флешмоб, акцию. Пожалуйста, вот здесь он написал. Рафи Сабы, если положите в чат соответствующий линк, ссылку, чтобы люди могли скачать и ознакомиться, что нужно сделать, обязательно примите участие. Мы должны все показать, что спустя 35 лет мы не то что не забыли о том историческом факте, но мы его можем и готовы оживить, мы его готовы обновить и ориентироваться. 30 августа, как вы знаете, это бесспорно исторический день в истории и Татарстана, и всего татарского и тюркского миров. Сегодня 22 августа, соответственно, спустя 8 дней будет. Это знаменательная дата, но я думаю, что мы обязательно выйдем в эфир 30 числа, чтобы поговорить об этом конкретно. И в том году я выходил, по-моему, позапрошлом. Мы рассказываем все вот эти перипетии, как это было, как этот процесс проходил. Это вот отдельная тема. Шумакуря, следите, пожалуйста, за анонсами, за сводками. Мы обязательно все это дело осветим и проговорим, потому что это очень важный день, как я уже вам сказал. Так, теперь дальше, дорогие друзья. Есть очень хорошая инициатива. Совет старейшин Татарстана. Я знаю многих этих людей. Там есть достойные люди. Предложил сделать пятницу официальным выходным днем в республике. В связи с объявлением Казани культурной столицы исламского мира в 2026 году Совет старейшин Татарстана выступил с такой инициативой. Инициатива абсолютно правильная. И что такое для нас пятница, Жумакин? Это святой день, священный день. В этот день, по крайней мере, до Джума непосредственно нельзя работать. То есть этот день специально отведен для отдыха, для духовных дел, для айбадата. А мы живем-то, по сути говоря, по русско-мирному календарю. Вот воскресенье, суббота, воскресенье и так далее. Соответственно, нам нужно возвращать наши коды. Это наши коды, духовные, нравственные, исламские коды.
Наши предки жили по ним более 1000 лет. Вы знаете, что только официально Волжская Булгария приняла ислам в 922 году. То есть это более 1000 лет, это только официально, а неофициально известно, что уже ислам доминировал на территории Волго-Уральского региона в свое время. Он говорит, это правильное решение, вернее, инициатива, решение еще не принято, но мы должны, ведь что важно, Руслан, мы должны сами формировать эту повестку, информационную, смысловую, политическую. Мы должны быть агрегаторами этих смыслов. Мы должны определять, что важно, что не важно. Мы должны навязывать. А пока что мы только защищаемся. Пока что только нас атакуют, а мы вот в очень слабом состоянии вынуждены отбиваться. Как в случае с языком, как в случае с республикой. Ведь мы только отступаем, у нас практически нет завоеваний. Практически нет. А вы знаете, что лучшая защита – это нападение. Это вам скажет любой человек, который занимался в том числе командными видами спорта. Пока что у нас этой стратегии не совсем видно, но стратегия нужна. Обязательно мы о ней много говорим, о концепции будущего и о стратегии нашей деятельности, борьбы, и даже о том, как мы будем выстраивать нашу политическую субъектность, государственность, хамбашка. Мы часто обращаемся к этому, да, вы знаете, разные формации, улбуларгатиш. Вот этот вот, то, что называется у татар мохит, среда, бульон, он должен вот очень сильно бурлить. Должно быть несколько площадок обсуждений, несколько организаций, движений. Пусть это будет конкурентная среда, но она нужна. Только в конкурентной среде мы сможем что-то создать. И политические структуры, и культурные, и силовые, и интеллектуальные, и образовательные, и благотворительные, и финансово-экономические, потому что для всего этого, для реализации этих проектов и даже для осуществления их деятельности, их миссии, конечно, нужна материальная поддержка. Без этого, как вы понимаете, проблематично, потому что на общественной инициативе далеко не уедешь. Вернее, в каком-то формате можно двигаться, но чтобы сделать большой шаг, чтобы по глобальному действовать, конечно, нужен финансовый ресурс. Финансовый, технологический, инфраструктурный. Обязательно, вот как мы попытались, например, сделать VPN. Да, это часть вот этого нашего подхода. Экосистемы нашей. Анам башка элементларда буларгатиш. Просто зарури, это необходимость. Система обмена, система доверия, система займа, например, система поддержки. Кто-то вот нуждается, очень много, вы знаете. И мы занимаемся, там Рафис Абылар занимается, и другие татарские организации, группы занимаются. Кто-то обращается за помощью, кому-то нужны там документы, где-то средства, где-то, значит, какой-то совет и так далее и тому подобное. Но кому-то они должны же обращаться, вот эти мухтач кишеляр, эти нуждающиеся люди, правильно ведь? Фонд какой-то должен быть. Потому что мы не можем бросать наших людей. А те люди, которые находятся на передовой борьбы, они бросили вызов путинскому режиму, они борются за свободу татар, за независимость. Эти люди должны быть в числе тех, кому надо помогать, в том числе. Потому что это актив не может быть большой. Это авангард. Так что, дорогие друзья, я вот призываю тех людей, которые состоятельны, у кого есть возможность, помогать своим соотечественникам, соплеменникам. Это обязательно воздастся. Это благое дело. Хайря щелек, то, что называется татарда, там, благотворительность, это вообще часть нашего кода. Я постоянно говорю о том, как до революции вообще государство ни копейки не давал татарам. Но медресе, мечети, которые до сих пор функционируют, построены тогда еще в 19 веках. Газеты, журналы. Недаром Ленин в своей статье говорил о том, что татары самый образованный народ, который находится на территории так называемой внутренней России.
внутренней империи. Потому что вот гилем, образование, они были поставлены в качестве ведущего компонента. Обязательно. А что такое образование? Это действительно, это ведь финансово емкая вещь. А это все содержали. Медресе, мектебы, учителей содержали. Очень многих татарских там интеллектуалов поддерживали. Например, Тукая. Поддерживали же татарский бизнесмен. На что он жил-то, по-вашему? Поддерживали, находили, вот, например, Салятле Шакертбарды, да, вот есть какой-нибудь очень продвинутый и, как Салят-то будет, слово вылетело, одаренный, да, одаренный ученик Шакерт Талиб. Его надо поддержать, потому что он будет работать на благо ума и на благо миллята. Его нужно вот на этом направлении поддержать, естественно. Это тоже большая работа и системная, дорогие друзья. Ну, собственно говоря, идея того, что мы пока не сформировали ту самую прослойку татарских буржуа, это, конечно, проблема. Но это проблема в том числе, которая обусловлена нашим неучастием в ее разрешении. Мы сами должны в ней участвовать, мы сами должны формировать повестку, объяснять, доходить до этих людей. Может, где-то стыдить, может, где-то им предлагать поддержку и лоббистского характера, политический лоббизм, например, и все остальное. Так что это тоже серьезнейший пласт, помимо политической борьбы, силовой. Поэтому мы, вы знаете, работаем с нашим коллективом и с другими нашими соплеменниками над концепцией института, какой-то площадки образовательной. Оно не только связано с тем, чтобы мы там доносили какие-то образовательные программы. Не только, нисколько. Прежде всего потому, чтобы он стал некой объединяющей силой, центром притяжения. Центром притяжения. Это тоже немаловажно. Так, еще одна новость. В городе Благовещенск, Республике Башкортостан, неонацисты совершили очередной поджог мечети. И есть видео, к сожалению, вот из-за того, что Булат Афенда сегодня вне зоны доступа, я, наверное, сейчас не смогу произвести, хотя, наверное, сейчас попробуем. Так вот, это уже четвертый, как выясняется, поджог за год. И всем этим занимаются неонацисты. Они, понятное дело, да, к несчастью, не подключается видео. Ну ладно. Как вы понимаете, тот человек, который сделает, неонацист, а эти люди курируются ФСБ. Соответственно, за всем этим стоит ФСБ. За всем этим. А дальше эти погромы, я ведь предупреждал, что вот эти все русские общины, все эти черносотенцы, они повторяют тот же путь, который Российская империя проходила перед революцией 5-17 годов. Закончилось все это развалом. То есть они идут тем же путем. На кого еще давить? Естественно, нацменов. Такое издание, как The Insider, опубликовало интересную статью. Мы так или иначе об этом знали, догадывались, комментировали. Но тут уже, что называется, с фактами на руках. С фактами на руках, где было фактически обосновано и доказано, что в недрах Кремлиди подготовлен документ, концепция, согласно которой в случае приостановки войны с Украиной нужно будет развернуть весь этот вектор агрессии
против кого-то. Ну, с Западом уже они не могут, понятно, с Украиной там какое-то перемирие. Куда девать вот этот вот уровень агрессии? Они же накрутили этих людей, они же накрутили общество. Куда его девать? И тут предлагается старый дедовский метод. Этот старый дедовский метод заключен в том, чтобы, естественно, перевести и канализировать поток агрессии на трудовых мигрантов и на нацменов, на вас с вами. Татарва, узкоглазые, мусульмане, кавказцы. Все мы для них одно. Нелюдь, нехристь. Это большая опасность. И вот поджоги мечетей в братском нашем Башкортостане не что иное, как часть этого подхода. Часть этого подхода. А завтра станется и выяснится, что поджигать мечети – это вполне себе законное и правильное решение. Если вы не верите в такой парадокс, хотя это не парадокс, то значит вы не до конца понимаете, что происходит. Давайте из свежего примера. Сегодня Сергея Маркова, вы прекрасно знаете, кто это, вот этот политолог с лицом алкоголика, бывший депутат Государственной Думы, его объявили иностранным агентом. Я участвовал с ним на пару ток-шоу еще, когда в Москве жил. Ну, постоянно был такой выпивший. Ну и лицо там понятно уже, там по лицу все видно. Да, он там преподавал, но он всегда был за власть, естественно. Он путинист до мозга костей. Естественно, он даже и не русский. Так вот, его объявили иноагентом, потому что он выступил на Шушенской конференции, он так очень лестно отзывался, об Азербайджане в тот момент, когда Кремль активно выстраивал из Азербайджана образа врага. Вот самый, что ни на есть, прокремлец оказался иностранным агентом. И вот тут он комментирует. Все, кто объявили меня иностранным агентом, они работают против Путина, потому что я всегда защищал Путина. Давайте вспомним классическое выражение. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Чудовищная ошибка. Помните, как Сталин рубил, уничтожал, гнобил в застенках своих близких, свою родню жены уж точно, тех, с кем он прошел большой политический путь. И они писали ему: товарищ Сталин, произошла большая ошибка, мы ни в чем не виноваты, мы вас любим и все остальное. Не помогло. Это не работает в тоталитарной системе. Чем больше вы визжите, я не к вам обращаюсь, я имею в виду вот к этим кремлям, о том, что нас там не по праву загнобили, тем больше они вас будут гнобить. Потому что если ты не сохраняешь честь и достоинство, то над тобой еще больше будут издеваться. Хотя бы сохраняйте достоинство. Это важно. Вас запомнят только по тому факту, что вы сохранили лицо. А не так, как это произошло с Достоевским. Ну, вы, собственно, знаете, что здесь я опубликовал статью на сайте «Поистине» как раз-таки про русскую цивилизацию и ее коды. Ну, если позволите, она небольшая, я вам зачитаю. Здесь как раз и говорится об этом. То есть происходящее сейчас имеет свои аналогии в прошлом, в истории. Этот модус достаточно для того, чтобы вытащить его из учебников истории, посмотреть, как это развивалось во времена ООН, и наложить трафаретом на сегодняшние дни, и становится все понятно, чем закончится. Более чем 100 лет назад была та же ура-патриотическая истерия. Также кричали, что мы их закидаем шапками, откуда и пошло это выражение.
Это выражение, собственно, и пришло со времен русско-японской войны. Официальная пресса строчила такие определения. Оттуда же оскорбительные. Желторотые, япошки и так далее. Да? Но более важно то, что Россия постоянно утверждает, и пропаганда всячески подчеркивает, что она является наследницей великой христианско-православной традиции, цивилизации, где во главу угла ставится вопрос о милосердии, добре, сострадании. О том, что если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, что русские своих не бросают, они носители духовной цивилизации. А на деле мы видим, что происходящее не сильно отличается от живодерских режимов Пол Пота или ослабленных формаций сталинизма. И вот дальше. Писатель Толстой, которым так гордится Россия, был отлучен от церкви. Он критиковал ее. Об этом мало говорят, но граф был предан анафеме. Он там организовал движение толстовцев и так далее. Идейной базой учения была необходимость непротивления злу злом. Произошел диссонанс сознания тогдашних людей, потому что, с одной стороны, они говорят, мы христианская цивилизация, а с другой, постоянные имперские захватнические войны. Кстати, сакральный политический смысл этим войнам придал Достоевский. Так вот, ненависть Достоевского к революционным делам понятна. Ведь он участвовал в 40-х годах XIX века в революционном кружке петрошевцев. Потом они были арестованы. Федор Михайлович испытал ужас симуляции расстрела. Смертный приговор в последнюю минуту заменили каторгой. Там ситуация была такая. Значит, им объявили смертный приговор, выстроили, накинули мешок на голову. Солдаты приготовились. И тут, значит, прибегает якобы гонец, курьер и говорит, срочно, срочно. Указ нашего императора, его высочества, его величества Николая I. Что и как, значит, заменяем расстрел на каторгу. Это император специально разыграл. Говорят, что Достоевский, я извиняюсь, под себя пошел. И вот после этого Достоевский меняется. Он 2 года в каторге оттарабанил, что называется. И вот он становится на позиции консервативные, охранительские. Он же говорит, что Константинополь наш. Значит, мы сейчас туда пойдем, Дарданеллы все заберем. Значит, вновь водрузим на Святую Софию крест и все остальное. Его сломала система Достоевского. Сломал. Он был революционных взглядов, петрошевцы, все дела. А тут стал просто, как вы понимаете, на соловьевских позициях. Он написал «Бесы», соответственно, с критикой, о революции. И это к чему? К тому, что вот этих людей система ломает таким образом. Таким образом. И делает своей частью. Мы-то не должны идти на это. Мы же не должны на это идти. Соответственно. Да? И дальше. Россия, опять-таки, по выражению Чадаева, Чадаев великий, действительно, мыслитель, кстати, он же из татар, не цивилизация в классическом смысле, потому что она представляет собой симулятор, в котором гибридность выступает главным ее столбовым элементом. Когда надо вытаскивать Достоевского, когда надо Ленина, когда надо Сталина, Брежнева, когда надо Владимира Мономаха, или там Путина, или черта подзаборного. Ничего, что все эти компоненты мозаичны, они часто противостоят друг другу. Но так как это гибридный режим и гибридная система, для них это идеологические грани. Для них важна реализация ресентимента, или на французский момент ресентиман. Об этом в свое время сказал Ницше по отношению к немецкой нации. Ресентиман, понятие, которое он ввел, означает некую злобу, ненависть от поражения, от обид, от невозможности, от слабости, от зависти. Вот этот ресентиман, который они испытывают. И вот это и нарастание вот этого негативного пучка энергетического выплескивается наружу. Да? Вот это вот ненависть у них же от неустроенности. Постоянно ненависть. Нас хотят захватить.
Значит, нас хотят захватить, нам завидуют. Да кого вы нужны? Вы там туалеты, значит, унитазы воруете. Как жили в этот толчок, посмотри, что они сделали с этим Бомбасом Донбассом. Мы тут приводили факт, вот этот вот есть русскомирный журналист САПКОР «Комсомольской правды» Стешин. Вот он написал статью в «Комсомольской правде», как черви, амебы разъедали ему глаза. Знаете почему? Потому что он в Донецке помыл свою харю этой водой. А потом у него глаза, зрачки стали разъедаться. Он пошел в больницу, ему сказали, да у тебя тут амебы. Потому что этой водой он умылся. Описывать сами же пропагандисты. Ходить невозможно, потому что ходят в туалет и на улице. Это Донецк. Донецк. В 2012 году, в том числе там, проходил чемпионат Европы по футболу. Цветущий город был. Вот во что они превратили. В буквальном смысле в туалет, в парашу на улице. То же самое они делают везде, куда они зайдут. Вот этот вот тупой ресентиман. Он же никуда не делся. Теперь, дорогие друзья, что очень важно. Если мы не будем бороться за свою свободу, свою независимость, то вот они превратят, вот как в этом Донецке, Бомбасе. Куда они приходят, они устраивают это. Посмотрите, от Дальнего Востока до, собственно, Украины, что они вытворили. Это же вообще просто мертвое пространство. Реально мертвое. Камчатка, Курилы. Вот. Буквально рядом Япония, цветущий край. У них земель не хватает. Там вот, вы знаете, проблема с жильем, с квадратным метром. И здесь огромные территории, все захолустье, поросло бурьяном. Дорог нет, ничего нет. И земель им мало. И мало, мало, мало. Ладно, мало. Так они еще заставляют воевать за русский мир. А тут кто-то Чак-Чак спрашивает, уважаемый Руслан, в Донбассе очень много татар. Когда и зачем они туда переехали? Ну, татары везде живут, как известно. От Дальнего Востока до Европы. Огромное количество татар переезжало в советское время. Там были стройки века, как вы знаете. Металлургический завод и так далее. Шахты. Татары очень многие уезжали. Мои родственники уезжали. Очень много мишарей, например, пензенских туда уезжали. Почему? На шахтах хорошо платили. Тяжелая работа была. Уезжали и там оставались. Так что здесь все очень просто. Очень просто. Вот этот вот цикл, который вот эта вот недоимперия прошла, он завершается полной деградацией. Она так или иначе, конечно, будет подвержена развалу, она сгниет, но, к сожалению, мы тоже оказываемся в эпицентре вот этой вот гнили. Мы ничего не можем сделать. Вот пока мы будем сидеть, ничего не делая, мы ничего не сможем сделать. Это естественно. Но если мы будем сопротивляться, если мы будем выстраивать в том числе линию защиты, линию Мажино, хотя бы внутреннюю. Да, вот сейчас невозможно бросить прямой вызов, но внутренне сопротивляться, создавать пространство внутреннего протеста и так далее и тому подобное, это мы можем. Это все, на мой взгляд, вполне реализуемо. Так, теперь есть, если вопросы, дорогие друзья. Давайте посмотрим. Так, история начинается с нас, мы сказали. Про мечеть. Дальше.
Так, Джордано Бруно говорит, что мероприятие 30 августа должно стать прологом всеобщему Курултаю. Да, я согласен, абсолютно. Мы должны провести всетатарский Курултай, всетатарский мяжлис, потому что он должен стать верховным органом татар, представительным субъектом, который как бы продемонстрирует Барьяктан единство, с другой стороны, волю татар к своему освобождению. Кстати говоря, революционные события 17 годов, вы знаете, татары одни из первых собирали съезды, первый, второй мусульманский съезд, значит, военный, Хорби, Шура, Харби Крултай, съезды татарских учителей, татарских муалимов, татарских ученых. Все это было вот, в короткий срок, потому что вот это был мощнейший импульс. Мы сейчас тоже должны к нему идти. Мы тоже должны объединиться, если мы под 10 миллионов человек. Что же мы не можем со своей среды достойных людей выдвинуть в качестве делегатов? Что же мы не в состоянии реализовать какие-то проекты? Что же мы не в состоянии поддержать наших людей? Что мы университет не можем открыть, что ли, хотя бы онлайн? Конечно, в состоянии. Нужна просто вот некая движущая сила, авангард. Так. Баравар Лив. До революции татарские состоятельные люди удержали татар. Да, это действительно так. Об этом мы сказали. Там же первую мечеть в Нью-Йорке построили татарские богачи. А сейчас где татарские меценаты? Я вам скажу больше. И в Японии до сих пор в Коба татарские мечети, мечеть функционирует. Это построили татары в свое время. Да. Но много где, даже в Китае, уж даже в Китае в этом, да, в Кольдже есть татарские мечети. Рамис Абдулхаков, в ближайшее будущее противостояние против русского мира страны Татарстана будет нарастать. Необходимо объединяться и создать ударную силу татар, иначе никак. Да, 100% так. 100% наш брат прав, потому что слабых бьют. Это же Путин сказал в свое время, если вы помните. Сказал, слабых бьют, это и понятна его философия. Если вы слабый, мы будем вас убивать. Мы будем вас додавливать, мы будем вас уничтожать. А он так и мыслит. Он же говорит, Украины нет, украинского языка не существует. У казахов не было государственности. То есть это к чему говорится? К тому, что я не считаюсь с вами. А я, раз с вами не считаюсь, раз я отказываю вам в субъектности, в том числе исторической, значит, вы унтерменши, недочеловеки. Вот к чему это ведет. А вот эта вот соглашательская политика, знаете, что ладно, как бы, пускай оно будет, вот лишь бы нас не трогали, мы там как-то... Нет, к сожалению, это уже не работает. Не договоришься с кем? Ты с людоедом хочешь договориться, что ли? С хищником? У хищника, у него инстинкт, у него нету сознания, у него нету рефлексий. Он видит перед собой жертву, все. Дальше у него инстинкт включается, он действует. Это импульсы. Путинизм и вот эта вот вся недоимперская, постимперская, неважно, сущность, она именно такого формата. Она не может по-другому существовать. Империя не может существовать не вне дискурса войны, насилия, узурпации, экспансии, убийства и подавления. Не может существовать, дорогие друзья. И она будет давить, будет, ну, казалось бы, ну, куда уж еще больше, да, всякий раз мы восклицаем. Но нет, есть еще, есть пространство для того, чтобы уничтожать, убивать, пока всех не убьют. Пока всех не объявят там русско-православными, еще какими-нибудь. Вон даже если они сейчас своих жрут, Марковых и прочих. Да. Номад Кузи.
Народы, которые ущемлены, видимо, в правах в составе РФ, сами виноваты, что молча терпят. Вышли бы на протесты и отстояли бы свои права на изучение родного языка, то, возможно, было бы остановить этот произвол. Я здесь соглашусь. Изначально, если бы в 99-м, 2000-х годах мы бы все встали и противились против Путина, да, ведь было уже понятно, что этот человек пришел на крови. Изначально, взорвав дома, обвинив в этом чеченцев и организовав против них войну и геноцид. Стало понятно, что это человек, у которого руки не то что по локоть в крови, да, он там вот весь, это же изувер. Вот тогда можно было, и дальше можно было. Но нет, этот человек, и когда вы не останавливаете вот этого хищника, он теряет вообще любые перегородки, то есть чувство сытости у него нет. У него нет чувства сытости. У него нет барьеров вот этих, даже внутренних. И он будет. Хотя, если бы мы действительно совместными усилиями действовали, вот в 2017 году мы организовали в том числе Демократический конгресс народов России. Ну, вот в Москве, вот я был организатором, мы собрали там более 20 представителей различных народов. Там с Госдумы были вот эта всякая шантропа, которая там пыталась нам оппонировать, что, дескать, ничего страшного. Ну, это после известного выступления Путина против татарского языка, значит, все в рамках закона. Вот чем оно сейчас закончилось. Да, многие испугались там, запугали, задавили, но времена уже были худые, ну, как бы там ни было. Как бы там ни было, сопротивляющийся и протестующий всегда более достоин, чем остальные. И у него больше шансов победить. Вы не можете победить, если вы не боретесь. Невозможно. Если вышел ты на арену, так хотя бы что-то делай. Так. Там же пишет Баравар Тиф, да, я извиняюсь, если я неправильно произношу, сложные порой ники. Мулы должны работать с молодежью, нельзя решать татарской молодежи умирать за русский мир. Конечно. Но ведь ешнәрсә, безнең муллалар рус дөньясын нашли. Алар хакына. Они же работают, к сожалению, большей части на русский мир. Они же пропагандируют. Хотя есть отдельные люди, я знаю, вы их знаете, которые вот отказываются петь в этом хоре. Но большая эта часть получает указания сверху. Русский мир, СВО, за Путина, за Родину. Они же в том числе, на них ответственность-то серьезная. На них ответственность серьезнейшая, потому что на них смотрят как на духовных лидеров, как на устазов. Ну вот у Лейца, если он говорит, что это значит джихад, значит, изге саваш, изге сугыш, демек ул шулай бар, демек ул шулай шиннанда. То есть большинство людей же не рефлексирует. Они опираются на мнение неких авторитетов. А им говорят, Гитлер, все нормально, на самом деле все это правильная война, священная. Вот фашисты на нас напали, как в 41-м. Мы отбиваемся, мы, значит, защищаем свою землю. А вот он, значит... Ему это удобно, потому что кто-то за него принял это решение, кто-то за него это сказал, значит, я не просто за деньги иду там, а вот у меня священная миссия освобождения, я даю отпор каким-то там нацистам. Ну, то, что вот эти нацисты как раз-таки тебя и отправляют, а он башана кельми. До него не доходит, что эти нацисты тебя отправляют убивать. Эти нацисты запрещают твой язык, эти нацисты поджигают твою мечеть. Эти нацисты обзывают тебя чеплашкой. Эти нацисты закрывают тебе школы. Вот ведь. Эти нацисты еще и грабят тебя. Ты получаешь там копейки на своей какой-то работе, а у них там все хорошо. У этих
путинских прихвостней. У них дети, родственники, жены, все миллиардеры. Теперь они передают по наследству свои троны, свои места, которые они так обогревали 25-30 лет своей пятой точкой. Теперь у них дочери, сыновья, внуки, внучки, племянницы. Вот они там. А ты так горбатился, так и будешь горбатиться на этого дядю. Еще и умирать за него. А потом еще перед Всевышним будешь отвечать. Бесспорно. А теперь посмотрите, это же как бы прямое уничтожение. Татарстан и Башкортостан в лидерах по количеству умерших за русский мир в этой войне. Ну что это? Это же сознательно делается. Что коллективно мы не можем до этого дойти, что ли, понять, что уничтожает не только украинцев, но и нас. И почему мы должны быть инструментом в чекистских руках. Где честь и достоинство? Где? Где милли гурурлак? Какой-то тотальный наданлык, какая-то тотальная глупость. Поэтому мы и говорим, у Гаяс Хакли есть хорошее определение, что национальное образование, то есть проникнутое вот духом, проникнутое такой эссенцией национального духа, это первый шаг к свободе. Но этот шаг большущий. Это не шажок, это просто вот зур адам, огромнейший. Поэтому мы с вами должны выстраивать эту систему протеста, сопротивления, внутреннего, внешнего, создания горизонтальных и прочих связей между собой. Так. Сейчас, к сожалению, потерял. Так. Мирон, ассаламу алейкум, салам. В каком формате видите наиболее вероятное существование Татарстана? Как самостоятельное государство или в рамках конфедерации и так далее? Ну, я об этом много говорил. В общем, вы можете посмотреть и видео, и, соответственно, отдельные стримы у меня на этот счет, и в том числе посты и статьи, которые я пишу. Я считаю, что да, субъектность должна быть, собственный суверенитет, но этот суверенитет должен быть подкреплен конфедеративным суверенитетом. Что я имею в виду? То есть обращаю на простом примере, объясняю. Вот каждый человек, он суверенен. Он суверенен по отношению к окружающей среде, он принимает самостоятельные решения и так далее. Вот он, значит, субъект, личность, персона. Но у него есть члены семьи. Они тоже имеют определенный свой суверенный статус. У них тоже есть свои права, у них есть свое видение. При этом они составляют семью. Семья – это тоже суверенитет, суверенный статус. Дальше это вот объединяются там условно в большой род, ру. Дальше они объединяются в общину, махалля, джамаат. Дальше вот в то, что называется стату. Я не люблю слово государство, потому что государство – это господарство. То есть господарь и господарство, и холопы, что мы должны. И здесь менять немножко, что называется, дефиниция, определений даулят. Дауля с арабского – это просто благоденствие. То, что соответствует немецкому слову «райх». То есть рай, откуда благоденствие, вот цветущее пространство. Поэтому, да, мы обретаем, как Татарстан, свой суверенный статус и подкрепляемся, соответственно, в конфедерации. Потому что, как вы понимаете, если мы будем не сообща действовать поодиночке, нас сожрут. А конфедерация подразумевает, что у каждого есть свой суверенитет, у каждого он сохраняет свою идентичность и политическую, и историческую, там, языковую, хамбашка. Но при этом они вот действуют вместе. Это сложный механизм, но он оптимальнейший. Каждый сохраняет свою субъектность, но расширяет ее до конфедеративного значения. То есть союз народов. С одной стороны, это Идель-Урал, дальше
Союз народов, Туран, естественно, вот огромное пространство, пожалуйста. То есть здесь же никаких противоречий нет между нами, да? Ежик в тумане муфтият подчинен Москве, не выйдет через МУ. Нам нужны собственные исламские интеллектуалы, в том числе, собственные лидеры духовные. Мулла битолничек. У татар, знаете, до революции было такое понятие указла мулла. То есть мулла, которого назначили указом. Указла мулла – это вот нынешние муллы, которые выражают позицию правящих элит, которые реализуют их политику, доводят до народа, говорят, нет, но вот на самом деле оно так правильно умирать за царя, за отечество. Это и есть указла муллалар. Но они не имеют отношения к исламу, потому что они служат тагуту, потому что они служат не Аллаху. Они служат Фиргауну. Мишар 128, Русланбек, вас чувствует сила Мишар. Жаль, что мы сейчас так бесславно живем. Ничего, Лаверса. Если мы уже сейчас об этом говорим, если мы с вами формулируем, если мы с вами объединяемся, действуем, планируем, значит, не все потеряно. Не все потеряно. Есть люди, есть актив, прекрасный, так сказать, да. Есть проблемы, да, мы это признаем. И правильно, что признаем, потому что и в этом наши силы. Вот не признавать проблемы, не признавать ошибки, не видеть их в упор, это куда более страшная вещь. Куда более страшная. А пока мы видим, мы обнажаем себя, вот я имею в виду, экзистенциально, соответственно, мы можем сделать диагноз поставить, мы можем диагностику провести. Вот сейчас вместе с Изнаглен сообща мы же можем определить, да, я знаю, что действуют разные группы автономно друг от друга. Что делать? Вот самые простые, да, вопрос, самые простые истины, как мы с вами много раз говорили. Вот они простые. Изучай язык, будь, значит, в исламе, взаимодействуй с своими соплеменниками, односельчанами, я не знаю, создавайте экстерриториальные или территориальные махалля, да, учитесь, организовывайтесь, усиливайтесь, да, значит, нарабатывайте связи, навыки, компетенции, то есть учитесь там даже владеть оружием где-то, значит, учитесь там IT-технологиям, от каждого по-разному, от каждого по способностям. Но при этом они все должны действовать в неком общем синхронном режиме. Вот тогда, вот как единый организм, вы знаете, что Всевышний создал человека, вот каждая клетка у него, она уникальна. То есть одна клетка, как говорят ученые, это примерно работа целого города, скажем, 500-тысячного, да, вот фабрики, система водоснабжения, значит, система ЖКХ, обустройство, заводы, фабрики, это все одна клетка, а их у нас триллионы. И мы также должны. Вот есть клетка, она как бы автономна, с одной стороны, но она подчинена общему алгоритму действия этого организма. Ежик в тумане. Махамад Ганди призывал к насильственному протесту, он победил. Ну, не совсем уж не насильственный протест был, дорогие друзья. Очень даже сопротивлялись, как известно. Потом Британия, это, как вы понимаете, была уже тогда на излете своего могущества. И я извиняюсь, на тот момент в Индии жило, ко времени Махатмы Ганди, исправьте, если ошибаюсь, я точных цифр, конечно, не приведу, но за 400 миллионов человек точно, под 500 миллионов. Какая такая империя будет сдерживать это? Уже все. Уже все. А потом-то мы знаем, как повела себя так называемая Хиндутва. И до сих пор, как они себя ведут. Не очень даже не насильственный. Это просто уже такой образ, знаете, раскрученный, такой маркетинг. Шат спрашивает, хороший вопрос, да. Раньше в 19 веке татарские муллы более свободные при царе, чем сейчас. Почему? Были свободные люди, были те самые указлы муллалар. Плюс ко всему, вы знаете, такое движение возникло, из которого очень многие тюркские мусульманские народы подчеркнули так называемый джадидизм. Оно такое сложное, многокомпонентное движение,
происходящее просто-напросто от того, что ряд татарских интеллектуалов решили внести изменения или, условно говоря, мягко реформировать систему образования и предложили новые аспекты в системе обучения татарских мектебов и медресе и предложили так называемые усул аль-джадид, новые усул, ну, типа технологии, да, механизмы. Они предложили ввести ряд так называемых светских предметов, там географии, математика и так далее. Ну, то есть, чтобы соответствовать запросам времени. Из этого вот явления, скажем, зародился вот очень такой феномен сильнейший. И там было очень много интеллектуалов. А была такая противостоящая часть, так называемые консерваторы, которые поддерживали власть, выступали против любых реформ, против свободы. Это так называемый кадымчиляр. А кадымчилары такие, как правило, это вот люди, связанные с властью. Они писали кляузы, сдавали этих джадидов, обвиняли их, значит, в революционной к симпатиям к революции, значит, в отходе от традиций и все остальное. Вот они, вот эти кадымчи-муллалар, они даже вот зафиксированы в татарской литературе, в разных образах, и там и Гаяз Хакы про это писал, и много-много там, значит, и пьес, и рассказов на этот счет. Как бы это образ такого вот очень глупого, жадного, лояльного муллы. Ну, в общем, оно так и осталось сейчас. Поэтому вот этот вот импульс обновления джихадизма, он для нас тоже важен. Прежде всего в политической, конечно, духовной сферах. Чак-чак, Русланбек, как вы относитесь к тому, когда татары начинают выпячивать свой субэтнос, как Мишари или Булгарий? Я против того, чтобы эти субэтнические группы подменяли собой общий, естественно, объединительный аспект татары как большой нации. Мы принимаем, что есть субэтнические группы, мишари, к которым я, например, отношусь. Это нормальный процесс. Большая нация имеет разности. Как и любая большая система, имеет аспекты. Она имеет компоненты разные. Вот, например, возьмем микрофончик. Да? Вот у него есть, пожалуйста, кабель. Вот у него есть там основа. А вот у него есть, значит, абажур верхний, ну и так далее. Но все это микрофон. То же самое татарский народ, татарская нация. Она огромная, под 10 миллионов человек, соответственно, конечно, она разнокалиберная раз и разнокомпонентная. Это взаимодополняет так называемое, знаете, единство в многообразии. Это был, кстати говоря, один из слоганов, шиар так называемый, да, как говорят татары, при объединении Европейского Союза. Единство в многообразии. В этом наша сила. Поэтому это надо изучать. Это как бы часть нормальной идентичности. Потому что человек – это же многоидентичный, фактор многоидентичный. Вот он, например, говорит, я мусульманин, я человек, я татарин, я мужчина, я слесарь, я писатель. Ну и так далее. То есть это вот такая спружинивающаяся вещь. Но она единая, в общем. Так. А вы уверены, что все татары хотят быть татарами? Нет, я не уверен, что все татары хотят быть татарами. Ну, кто не хочет быть, тот уже не является. Это же очевидно. Кто не хочет, тот, соответственно, уже не участвует ни в борьбе, ни в деятельности. Что о них говорит? Насильно мил не будешь. Кто не хочет, ну, тот и не может. Что его, в кандалах вести, что ли? Так, опять я что-то потерял, где все это видно. Так. Да, про мечеть я сказал. Нуршат, а что является базисом татар?
Ну, базис татар, он очевиден. И я на прошлом эфире говорил, вроде, что я писал как раз-таки 15 лет назад, был у меня такой кодекс настоящего татарина, татарның яшәү нәмәсе, там на 2 языках. Это кодекс татарина. Вот те самые компоненты, кстати говоря, Достоевский написал в свое время кодекс русского человека. По-моему, у него 17 там компонент был, у меня около 25, по-моему. Что такое татарин? Вот он татарин, и там перечисляешь мусульман, конечно, мусульманин, значит, у кого идентичность татарская и так далее и тому подобное, да, там за ценность. А база, она очень простая. Это общее историческое самосознание, идентичность, язык. Хотя, как вы понимаете, язык не только как форма коммуникации, а как форма смыслового, вербального и литературного описания реальности. Ну и самое главное, ощущение нашего единства. Вот это и есть базис. Дальше Татарстан, да, что у нас должна свой давлят-челек быть, свой статус и так далее и тому подобное. Что мы отдельная цивилизация. Мы цивилизационный факт. Цивилизационный. Я ходил вчера в один музей германский, национальный. Там был глобус такой большой, настоящий глобус. 1522 год. 1522 год. Тогда, кстати, шли войны между Московией и Казанским ханством. Мухаммед Амин еще тогда был. И, значит, ну, понятно, да, что она чуть видоизменена, не соответствует нынешней физической географии. Но там описаны народы. Там вот Черное море, Каспий. И четко прописано, значит, Москва, потом Тартария, огромная, Татария, чуть ниже Ногай, 1522 год. Пожалуйста, это один немецкий географ, картограф сделал. Да? Огромный, то есть там Тартария, все, пожалуйста, запечатлено. Цивилизационная сущность. Так. Кристалл Тары тоже собирать нации из множества племен. Да кто не собирательный образ-то? Ну что вы? Ну что вы говорите, дорогие друзья? Я историк по образованию. Нету никакой нации несобирательной. Нет. Кого вы не возьмите, любой моноэтнический, вот, нацию любую, хоть японцев возьмите, вы увидите там несколько компонентов, начиная от айнов, заканчивая полинезийскими народами. И нация – это понятие, да, вот политической нации, вот то, что вы говорите, это в целом концепция 19 века. Но самосознание-то оно есть, никуда оно не девается. Нету других описательных механизмов нации. Вот если есть самоопределение людей, значит, они нации. Миллят, значит, они едины. Нету других описательных механизмов. И когда тебе говорят, вот там, это разные компоненты, племена, так понятное дело. Что, в Америку открываете, что ли? Что такое нация? Что такое нация? Есть разные концепции, там, так называемые примордиальные. Есть, я сейчас там могу вас загрузить лишней информацией, но надо изучить вам вопрос в корневом его смысле. В корневом. И все вот эти вот спекуляции на тему того, что вы собирательный, а все собирательные. Все. Так. Рамис Абдулхаков пишет, ничего не потеряно, татары, башкиры, другие народы России будут независимы, иншаллах. Иншаллах. Так, Нуршат, вопрос. 90 когда Татарстан был фактически суверенен, его предали, напугали, обманули. Тоже хороший вопрос. Здесь нету какого-то единого ответа. Здесь все составляющие, наверное, могут присутствовать. Я отвечу, наверное, так.
И то, и другое, и третье, и наивность, бесспорно. И предательство, да. И в целом невозможность где-то сопротивляться неким объективным процессам, ну, невозможно просто. Вот растет цветок в поле, а на него гусеничный там, трактор едет. Ну, цветок же не может его остановить. Ну, это и такие обстоятельства были. Так, Нуршат говорит, вы неправильно поняли вопрос. Базис узбеков – это Махалля, уйгуров Махалля. Уничтожь Махалля, нет узбеков, базис казах Шажирей, родовая связь. Уничтожь их и нет казахов, а у вас татар. А у татар базис. Нет, я не согласен. Махалля система была, да, я про нее много говорил. Система – это общинное событие. Но давайте посмотрим следующим образом. И система Шажирей у татар, она сейчас не столь релевантна по той простой причине, что татары являются уже политической нацией. Это первое обстоятельство. Второе. Татары – народ дисперсный. То есть это один из наиболее самых дисперсно проживающих народов, раскинутых. То есть большая часть татарского массива проживает, условно, за пределы Татарстана. Ну, если мы берем Татарстан как вот некую матричную систему, некую родину, формально понятно, духовно. Соответственно, 75% татар проживает за ее пределом. Это огромная проблема. Это один из 10 самых рассеянных народов, расселенных. Поэтому, да, для них идея Махалле, она где-то работает. В свое время, 20 лет назад, мы разрабатывали с учеными, и в том числе с Мархум Ильдус Абы Амирхан Блян, это внучатый племянник известного татарского поэта, мыслителя и просветителя Фатиха Амирхана, и вообще вот их было там 5 братьев, они все ученые, за исключением одного, который был человеком, связанным с экономической отраслью и тоже организатор экономического пространства. Вот разработали систему территориальной и экстерриториальной Махалля, так называемый жирлі Махалля, хам туштан булган Махалля, то есть вне территориальной Махалля. И она, наверное, наиболее отвечает, но она не может быть базисом. Базис – это более фундаментальная вещь. То, что вы говорите, это да, но это вещь организационно-структурная. Так. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что мы на этом можем с вами остановиться. Спасибо вам большое за то, что вы принимали участие, участвовали со мной в моностриме, потому что, как вы знаете, у нас должен был быть тандем, но, как я уже сказал, по техническим причинам мы не смогли с уважаемым Булатом Беем выйти в эфир. Еще раз, Бигзур Ахмед сізге. Бигзур Ахмед. Опять-таки 30 августа, 30 августа, значит, Татарстанның суверенитет күнін белгілейбіз. Мы отмечаем День суверенитета Республики Татарстан. 35 лет, круглая дата, хочешь не хочешь. Поэтому правительство в изгнании Татарстана предлагает форму флешмоба, когда каждый татарин может выйти, сфотографировать с флагом, значит, с плакатом, ну, продемонстрировать всячески, да, что мы есть, что мы живем, что мы помним, что День суверенитета для нас не пустой звук. Поэтому присоединяйтесь к этой акции, она должна быть международной, и она получит широкую огласку, я более чем убежден, а мы обязательно 30 августа, иншаллах, выйдем в эфир, будем говорить, как это было, как развивалось и к чему пришли. И, как я уже говорил, подключайте наш VPN-сервис, единственный, можно сказать, VPN вне пространства вот этого либерально-имперского. Да, мы его разработали специально, чтобы быть и с вами на связи, чтобы вы могли преодолевать те самые преграды, которые чинит Московия для свободы слова, выражения и общения. Так что на этом все, дорогие друзья. Кадрлюслар,
Бигзур рахмет сизге, всем тем, кто смотрел. Татар мы не только, я знаю, что очень много наших братьев, родственников, башкорты, саха, казахи, узбеки, таджики и так далее и тому подобное. Всех не перечислишь. Большое вам спасибо. И только вместе мы сможем сломать шею и позвоночник этой имперской заразе. Бигзур рахмет сизге.